Воздушные шарики, шоколадка в подарок и плохого настроения от болючего укола как не бывало. К плановой вакцинации от полиомиелита медики Малгобекской центральной районной больницы стараются подойти с теплотой и заботой о своих подопечных. Но кто может успокоить лучше мамы? Вот и Мария Ерыжева ласково уговаривает уже второго сына на неприятную процедуру. От плановых прививок мама 4 детей никогда не отказывается. Прививки – это необходимо. Нам делали в детстве, мы делаем своим детям. Как-то надо обезопасить детей. А были ли сомнения, делать или не делать прививки? Сомнений нет, никогда не было. Нужно, значит, нужно. Вакцинация помогает выработать иммунитет от многих неизлечимых болезней. Полиомиелит входит в этот список. О пользе прививок в свои 10 лет знает и старшая из детей Камила. Уколов девочка, в отличие от братьев, не боится. Это мне не впервой. Я никогда не боюсь и не плачу. Мне понравилось, что врачи мне дали шарик и конфетки. А как ты думаешь, зачем нужны прививки? Чтобы защититься от болезней. Всего по Малгобеку и Малгобекскому району иммунизации от полиомиелита подлежат свыше 1000 детей. Такая плановая вакцинация организована во всех медучреждениях. Малгобекские врачи проводят и домовой обход. Есть среди родителей отказники, отмечает медперсонал. С ними врачи ведут отдельную профилактическую беседу. И неспроста настаивают на вакцинации именно от полиомиелита. Если именно от полиомиелита не прививаться, и если вдруг произошло инфицирование, то это очень плачевно может сказаться, потому что полиомиелит в итоге может привести к инвалидности. Ребенок может стать инвалидом. Это очень опасное заболевание. И прививка – это самый надежный способ не заболеть. Самая частая причина отказа – риск заразиться. Правда, таких случаев, по словам медиков, в больнице не зафиксировано. А плохое самочувствие ребенка после укола, как поднятие температуры или небольшое высыпание – явление хоть и редкое, но это абсолютная нормальная реакция организма. Возникали такие побочные эффекты? Небольшая температура – это вполне нормальное явление. Да, даешь детские какие-то такие воспалительные, парацетамол детский, что-нибудь такое, зирте капельки, чтобы не чесалось, и все. В течение дня все проходит. Без согласия родителя прививать ребенка врач не может. Но если не хотите осложнения от инфекции, пройти вакцинопрофилактику все же стоит. Таков совет медиков. Как правило, привитые взрослые дети гораздо реже болеют. К тому же перед уколом у ребенка тщательно проверяют здоровье. Педиатр осматривает, измеряет обязательно температуру тела и дает допуск к прививке. И далее они провожаются в прививочный кабинет, где проводится прививка. Если здоровый ребенок, если нет какого-то острого инфекционного заболевания, если нет температуры у ребенка, если нет медицинских отводов. Прививать ребенка или нет – личное дело каждого родителя, но врачи предупреждают, на начальной стадии заболевания непривитые дети могут быть источником инфекции, так что опасность здоровья угрожает и тем, кто с ними контактирует. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24.